День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В городе на Неве завершил свою работу Петербургский международный экономический форум «Якутия». На нем заключила 26 соглашений на 88,5 миллиардов рублей. В республике вывели первый кофердам Ленского моста в русло реки. В исторической операции задействовали 120 человек. Новый питомник Якутлесресурса готов к посевному сезону. В Табаге будущие деревья пройдут весь цикл от семени до саженца. Отопительный сезон в Якутии только завершился, а коммунальщики уже готовятся к следующему. С 1 июня специалисты проводят гидравлические испытания магистралей. Спустя 7 лет после перерыва в Якутске дали старт 5-й спартакиаде трудовых коллективов республики. Участие в ней принимает свыше 1200 спортсменов. В городе на Неве завершил свою работу Петербургский международный экономический форум. Об участниках и результатах Якутии на форуме в следующем сюжете. Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит в 29-й раз. И не случайно. Его девизом выбран прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. Участие на форуме в этом году принимают представители 130 стран мира, в том числе гости из США, Франции, Германии. И у каждой страны на форуме свой интерес. Такие форумы дают возможность встретиться и общаться с интересными людьми со всего мира. И я думаю, что любой дела, даже любой бизнес-дела начинается с общения, нетворкинга. Площадь форума 210 тысяч квадратных метров, почти 9 красных площадей, 42 футбольных поля. Прошла только первая половина дня, а обратите внимание, у меня уже почти 9 тысяч шагов. Павильоны обозначены буквами. За каждой десятки стендов стран, регионов России, крупнейших компаний страны. Здесь же подписывают крупные соглашения. 26 соглашений на 88,5 миллиардов рублей подписано. Причем соглашения есть не только денежные, есть у нас соглашения по плану нашей дальнейшей работы с нашими братскими республиками, с Донецкой Народной Республикой, с Луганской Народной Республикой. Есть и международные соглашения, в частности, с Киргизской Республикой. Среди крупных экономических проектов Wildberries еще раз подтвердил, будет строить большой сортировочный центр на 52 тысячи квадратных метров близ Якутска. Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией поистине эпохальное. Подписано соглашение о поставке 11 самолетов, 6 Ту-214 и 5 суперджетов, которые, конечно же, закроют потребности авиации Якутии по среднемагистральным, ближнемагистральным самолетам. Первые поставки суперджетов могут начаться уже в конце следующего года. Подписаны также соглашения с крупными российскими корпорациями «Газпромнефть», «Саханефть», а еще проект, связанный с наукой. У нас подписано соглашение с Кунсткамерой по изучению дальнейшем якутской Арктики, в том числе исторических документов. Отдельно отмечу соглашение с МГИМО. Ну и в остальном еще раз хочу подчеркнуть, что много соглашений подписано по самым разным направлениям, и креативной экономики, и традиционной нашей экономики, по инвестированию тех или иных проектов. Уверен, что они все послужат главной цели – повышению качества жизни людей у нас в Якутии. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Это одно из самых масштабных деловых событий в мире. В этом году форум особенно выделился количеством роботов. Четвероногие. Дай лапу. Двуногие. Обоих. Вот этот Кай, Их обоих Кай зовут. чтобы вы не путались. Одно имя на двоих. Да. Будущее уже наступило. Привет, меня зовут Матильда. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Санкт-Петербург. В парламенте Якутии прошли публичные слушания по исполнению государственного бюджета региона за 2025 год.
По информации Министерства финансов, доходы составили 339 миллиардов 6 миллионов рублей, расходы 351 миллиард 700 миллионов рублей. Дефицит снизился до 12 миллиардов, налоговые доходы выросли на 9% к уровню 2024 года. При этом по налогу на прибыль организации зафиксировано снижение на 10,5% из-за падения цен на алмазы, уголь и укрепления рубля. НДПИ, напротив, перевыполнен за счет роста цены на золото. Все социальные обязательства исполнены в полном объеме. Бюджет 2025 года, он в целом как бы неплохой, но есть определенные тенденции. Мы теряем налоги от прибыли, это уже мы четко видим. Да? По НДПИ у нас есть проблемы по алмазам. НДФЛ у нас и налог на имущество, оно как бы стандартные, как бы стабильные доходы, они сегодня есть. Ну и по расходам, то, что вот я уже говорил, народные депутаты как бы хотят, чтобы все те статьи закона, которые были приняты с участием народных депутатов, они оставались максимально стабильными. Но сегодня жизнь такая, что расходы меняются, новые расходные обязательства появляются, поэтому пока правительство в пределах своих полномочий, разрешенных статьей 217 Бюджетного кодекса, эту работу проводит. Но мы должны быть в курсе. Россия и Украина 5 июня провели очередной обмен пленными. Из украинского плена вернулись 185 военнослужащих. Столько же российская сторона вернула Украине. Посредником при обмене выступали Арабские Эмираты. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России. В России планируется создать отдельный флот для обеспечения северного завоза. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства. Глава государства поручил разработать и представить меры по созданию флота, предназначенного для организации северного завоза системы снабжения удаленных регионов Крайнего Севера. В работе над предложениями будут задействованы профильные ведомства, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и госкорпорацию «Росатом» через структуру «Росатом Арктика». Доклад о результатах работы должен быть представлен президенту до 1 сентября. Историческая миссия в устье реки спустили первый кофердам Ленского моста. Процесс длился почти 5 часов. Как итог, операция прошла успешно. С этого момента начинается новый этап строительства моста. Какие вызовы он принесет и с какими трудностями столкнулись специалисты. Обо всем этом в следующем сюжете. На часах давно за полночь, но солнце как будто и не садилось. Знаменитые белые ночи сыграли строителям на руку. Ведь работа на площадке возведения Ленского моста кипит. На реку вот-вот спустят первый кофердам. 2 буксировщика понадобилось, чтобы сдвинуть эту массивную конструкцию с места. А кофердам – это по-настоящему гигантский объект высотой почти в 5-этажное здание. Это порядка 18 метров и массой в 1700 тонн. Он встанет прямо в устье реки и откроет новый этап строительства Ленского моста. Конструкция представляет из себя полый цилиндр, который в проектном положении создает сухую рабочую зону для возведения опор мостов. Чтобы встать на том берегу, она преодолела больше 2 километров. Здесь все играло против строителей и речников. Течение, сильный ветер, уровень воды. В конце концов, наплавные кофердамы впервые используются при строительстве моста в Якутии, да и в целом на территории вечной мерзлоты. Аналогов этому проекту нет. Со следующей недели у нас уже начало дноуглубительных работ. Кофердам был выведен на промежуточную точку для того, чтобы поймать высокую воду и минимизировать объемы дноуглубления. И у нас с этой недели и начала следующей недели начинаются активные дноуглубления. И мы предполагаем, что уже с конца июля мы будем устанавливать кофердам на проектное положение. То есть окончательно кофердам встанет в 300 метрах от правого берега. Его зафиксируют с помощью свайных якорей, которые не позволят конструкции сместиться даже в процессе спуска на дно.
После того, как Кофердам будет установлен проектное положение, вокруг него будет тоже довольно-таки большое количество пластсредств с кранами. Наверху Кофердама будут работать буровые большие станки. На 10-м Кофердаме планируется 2 станка установить. И нам необходимо до ледостава сделать большое количество свай, чтобы Кофердам остался на месте. Ну и, соответственно, до ледохода следующего года нам нужно выполнить полный комплекс работ по сооружению буробетонных свай и устройству железобетонной плиты. Иными словами, произойдет то, чего так долго ждали жители республики – работы на самой воде. Ведь почти 2 года активность стройки вызывала у обывателя сомнения. Как же так? Мост ведь строится через реку, но Лена пуста. И все же впереди еще много задач, самое главное из которых – успеть за короткое лето. Сарглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Продолжается голосование за формирование комфортной городской среды. Отдать свой голос можно до 12 июня. Сделать это легко, достаточно зайти на портал госуслуг и проголосовать за нужный объект. В этом году от республики во всероссийском голосовании участвуют 35 районов и 81 объект. Жители могут проголосовать за скверы, парки и другие общественные пространства. На сегодня в списке отстающих по числу проголосовавших жители Ленска всего же свои голоса отдали более 84 тысяч человек. К сожалению, до сих пор остаются в желтой зоне еще город Якутск и поселок Пеледуй Ленского района. И красная зона – это город Ленск. Поэтому я обращаюсь к жителям Ленского района. Я прошу поддержать свои общественные пространства, принять активное участие во всероссийском голосовании и помочь все-таки набрать необходимое количество голосов. Я напомню, что участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда» возможно только при условии, если жители проголосуют за то или иное общественное пространство. Человек с добрым и открытым сердцем. Именно так можно описать социального работника, чей труд приносит пользу пенсионерам и людям с ограниченным здоровьем. В канун праздника наша съемочная группа пообщалась с одной из тех, кто посвятил себя заботе о других. Нина Мишина – счастливая мама уже взрослых детей. После 14 лет работы учителем рисования в школе поселка Устинера девушка решила кардинально поменять свою жизнь. И вот уже 2-й год она трудится социальным работником. В ходе своей жизни у меня всегда были сопереживания, эмпатии. Когда люди попадают в трудные ситуации, и мне всегда хотелось помогать. И чтобы это не просто так помогать, а чтобы всерьез взяться и делать вот это доброе дело. Утро Нины Мишиной начинается с обзвона подопечных. Девушка узнает, что необходимо купить и что нужно сделать по дому. Мы покупаем необходимые продукты, хозяйственные товары, сопровождаем в поликлинику. Уборка – это обязательно. Готовка. В обязанности социального работника, кроме покупки бытовой химии и продуктов, входит уборка дома, а также уход за своими подопечными. Сегодня в планах стоит покупка продуктов и газеты. В день Нина Мишина посещает 5-6 человек. У меня сейчас подопечных 11, и плюс еще каждый месяц у нас замены, плюс 3-4 человека. И со своими бабушками, дедушками у нас очень хорошие отношения. В Республиканском комплексном центре социального обслуживания 3 отделения. За каждым из них закреплена определенная территория. К 3-му отделению относится центр города. В его составе работает около 20 человек. Они нас принимают как своих родных. Они с радостью нас встречают, скучают. В неделю хоть 2 раза встречаемся, но они всегда с радостью встречают. И мы сами, работники, приходим к ним как к себе домой, как к своим родным. Социальный работник – это прежде всего человек сострадательный и готовый отдать себя для помощи другим. Социальный работник – это человек с глубоким, с широким сердцем. Но вот я себя считаю таким человеком. Добрым, всегда помогать, кому это нужно, кому это труднее, и поддерживать. День социального работника ежегодно отмечается 8 июня. Праздник был учрежден в 2000 году, но несмотря на это уже показалось, что он социально значим. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем.
Госдуму внесли законопроект, которым предлагается наделить женщин-кочевниц правом на досрочную северную пенсию вне зависимости от страхового стажа. Документ опубликован в электронной базе Палаты 1 июня. С инициативой выступили депутаты Ненецкого автономного округа. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поводом послужило введение с 1 сентября приказом Минтруда России новой профессии «работник кочевого жилища», что позволило официально трудоустроить женщин, занятых в традиционном кочевом хозяйстве. В России появилась новая мера социальной поддержки для семей с 2 и более детьми. Заявление можно подать с 1 июня по 30 сентября включительно через отделение социального фонда, офис «Мои документы» или портал госуслуг. Условиями для ее получения является наличие детей до 18 или до 23 лет, если они обучаются очно в среднем профессиональном учреждении или в заведении высшего звена. Еще одно требование – размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. На эту выплату, ежегодную семейную выплату могут претендовать только граждане Российской Федерации, которые работали в 2025 году и уплачивали подоходный налог и являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Также дети тоже должны быть граждане Российской Федерации. То есть, если оба родителя работающие, и они проходят, соответственно, по имущественной оценке нуждаемости, они могут оба претендовать на эту выплату. Каждый второй ребенок в Якутии делает первый вдох в стенах перинатального центра. Для благополучия мамы и их малышей в клинике работают 18 отделений и более 500 специалистов. Как устроена работа центра, узнавала наша съемочная группа. От планирования беременности до родов врачи перинатального центра сопровождают якутянок на всем пути к новой роли мамы. Перинатальный центр наш оказывает всю квалифицированную медицинскую помощь для рождения ребенка. В год у нас рождается порядка 5000 детей. И это около 50% всех детей, рожденных в республике. Уже на момент открытия в 2018 году клиника была хорошо оснащена. Материально-техническую базу продолжают обновлять. Совершенству нет предела. Святая святых, родильная палата оборудована по последнему слову техники. Для удобства рожениц здесь установлена кровать-трансформер с возможностью экстренного вызова сотрудника. Для отслеживания состояния здоровья и ребенка, и матери тут есть мониторы, кстати, отечественного производства. Но для того, чтобы экстренно оказать помощь новорожденному, Центр по национальному президентскому проекту приобрел открытые реанимационные системы с функцией обогрева, чтобы ребенок не мерз, и респираторной терапией. Но самое главное, что сами роженицы довольны и условиями, и работой персонала. Роды прошли очень хорошо заботились. Очень хорошо ухаживали, а все было нормально. Медики оберегают юных пациентов и после выписки. Самым уязвимым малышам помогают в отделении катамнеза, первом на Дальнем Востоке. Его специалисты принимают детей вплоть до 3 лет. В следующем году в клинике ждут очередную партию оборудования. По нацпроекту «Семья» центр получит техники на 200 миллионов рублей. Ржина Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. В День защиты детей в перинатальном центре на свет появились 13 малышей, 7 девочек и 6 мальчиков. Сегодня для мамы и их чад провели торжественную выписку роженицам, вручили подарки и сертификаты на целевой капитал детстолетия суммой в 116 тысяч рублей. Многодетные также получили региональную выплату «Семья». Вместе с персоналом Центра новоиспеченных мам поздравили родные и близкие. Эпоха цифровизации, важность роли взрослого и социального взаимодействия – эти и другие вопросы воспитания детей обсудили на семинаре «Кросс-культурные особенности современного детства». Среди главных факторов лектор Александр Вернос подчеркнул, для развития ребенка важно живое общение с родителями, а гаджеты должны использоваться вместе со взрослыми. Немаловажным стали и вопросы сохранения для детей привычных игр и других занятий. Помимо этого, группа психологов из Москвы и Якутска сейчас помогает вдовым участникам спецоперации, у которых есть маленькие дети. С 1 по 5 июня для них провели психологические занятия. Ну вот почему мы говорим вообще про детство?
В городской поликлинике Алдана продолжается капитальный ремонт. Средства на его проведение Алданская ЦРБ получила по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в состав нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Реконструкция будет масштабной, с фронтом работ ознакомились наши корреспонденты. В кабинетах второго этажа правого крыла Алданской городской поликлиники кушетки, лабораторные шкафы и медицинское оборудование заменили стремянки, малярные приспособления, наборы разнообразных инструментов и стройматериалы. Помощь пациенты здесь сейчас не получают. В помещениях идет капитальный ремонт. Ремонт у нас движется полным ходом, то есть у нас ребята разобрали, зашпаклевали. Сейчас у нас идет шпаклевка, зачистка, выравнивание стен, ложат плитку, условно, на стены, на пол. Ничего сложного, ребята все стараются, работают с 8 до 6, кто-то с 8 до 8, ответственно, слаженно. В сроки укладываемся. Установка новых дверей и окон, реставрация полов и потолков, электромонтажные работы, оштукатуривание стен и косметическая отделка. Объем запланированных работ большой. Также предусмотрена замена системы отопления и установка нового сантехнического оборудования. Финансовые средства они поступили по программе модернизации здравоохранения первичного звена. Ремонт продолжается в соответствии со сроками. Основная цель ремонта, она вообще заключается в создании еще более комфортных условий не только для врачей, так и для пациентов. По федеральной программе на капитальный ремонт Алданская ЦРБ получила средства в размере 50 миллионов рублей. Работы в поликлинике начались в апреле. Процесс идет в интенсивном темпе. Поставленные задачи выполняются согласно графику. Ремонт он комплексный, получается, включает в себя обновление систем водоснабжения, терморегуляции. Получается, смена окон произошла уже на данном этапе, обновление стен, потолков и пола. На период реконструкции службы были уплотнены. Располагающиеся на втором этаже женская консультация и дневной стационар временно разместились в помещениях первого этажа. По словам медработников, особых неудобств они не ощутили. Помощь пациентам оказывается в полном объеме. На период проводимых работ мы переселились в смежные кабинеты, где также оборудование соответствует всем медицинским стандартам. Работа продолжается в штатном режиме. Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал 1 января 2025 года. Его основной целью является увеличение средней продолжительности жизни граждан. Наряду с профилактикой хронических неинфекционных заболеваний и выявлением патологий на ранних стадиях, программа предусматривает решение кадрового вопроса и укрепление материально-технической базы. В рамках федерального проекта также получено оборудование для Центра здоровья. Это на определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у населения. Это таких как курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, чтобы мы работали с этой категорией населения для предупреждения развития хронических заболеваний. По завершении работ женская консультация и дневной стационар вернутся в свои кабинеты, а реконструкционно-отделочная эстафета будет передана левому крылу второго этажа поликлиники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Новый питомник Якутлесресурса готов к посевному сезону. В Табаге будущие деревья пройдут весь цикл от семени до саженца. До середины июня специалисты завершат набивку торфа по кассетам и высеивание. Все лето всходы будут крепчать теплицы. Самые суровые морозы они проведут на улице, чтобы привыкнуть к якутскому климату. В следующем году саженцы планируют использовать для лесовосстановления в районах республики. У нас сейчас теплица мощностью на 500 тысяч саженцев, и мы их в этом году сеем. Значит, осенью они у нас уже, когда подрастут, мы их вытащим на зону доращивания и закаливания. И когда они переживут нашу зиму, то есть в следующем году, мы их уже будем использовать в лесовосстановительных работах нашего учреждения. Эти у нас попадут, скорее всего, это у нас будет Горный район, Намский, Хангаласский и Татинский.
В республике продолжают готовить специалистов для работы с беспилотными авиационными системами. На полигоне в Тулагино курсанты осваивают управление комплексом «Геоскан». Почему интерес к таким технологиям растет и кто сегодня приходит в профессию операторов БАС, узнаем далее. Еще до старта полета десятки обязательных операций. Проверка бортовых систем, каналов связи, навигационного оборудования и наземной станции управления. Каждый этап выполняется строго по регламенту. В работе с беспилотными авиационными системами мелочей не бывает. Прием. Запуск двигателя. Принял. От винта. Через несколько секунд аппарат оживает. Для курсантов это один из самых ответственных этапов обучения. После теоретической подготовки они впервые участвуют в полном цикле подготовки беспилотника к вылету. Курсанты осваивают работу с беспилотником «Геоскан 701», которая способна летать в воздухе до 10 часов. На беспилотнике установлена полезная нагрузка. Конкретно на этом устанавливается видеокамера, которая способна передавать информацию на расстояние вплоть до 80 километров. Также на этом беспилотнике одновременно установлена полезная нагрузка аэрофотосъемочная камера, которая снимает с разрешением 6000 на 8000 пикселей. БПЛА активно внедряются в самые разные отрасли. Мониторинг пожаров в лесах, контроль состояния земель и даже поиск пропавших людей. Вместе с возможностями техники растет и спрос на специалистов, способных грамотно эксплуатировать технику, а затем передавать знания другим. Я индивидуальный предприниматель. Очень быстро развивающая отрасль, вообще беспилотные летательные аппараты. И такую возможность, как обучение у Геоскана, я не мог пропустить. На первый взгляд этот аппарат похож на маленький самолет, однако Геоскан 701 – это уже полноценный инструмент для проведения аэрофотосъемки и пространственного анализа территорий. Несколько часов работы такого комплекса позволяют получить объем данных, на сбор которых традиционными способами потребовались бы дни, а иногда и недели. За время курса слушатели изучили устройство комплексов «Геоскан 201» и «701», также правила эксплуатации, требования безопасности, а затем закрепили знания на практике. Студент третьего курса Якутского колледжа связи по направлению оператор БПЛА и БАС. Конечно, 701 и 201 провел для меня фурор, вау, ощущение, потому что, казалось бы, это и правда цельный большой самолет. Но и это, конечно, намного сложнее, чем запускать обычный квадрокоптер. Сегодня беспилотная авиация становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений. И подготовка специалистов, способных управлять такими системами, уже становится частью технологического будущего региона. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Тулагино, Кильдямский наслег. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. С 1 июня началась продажа льготных билетов на 14 арктических межрайонных маршрутов. Сами перевозки по ним стартуют с 15 числа. Право на льготу имеют граждане с постоянной регистрацией в арктических населенных пунктах. Обязательное требование при этом – предъявить ID жителей Якутии, цифровое удостоверение, доступное при оформлении карты. Это необходимо, чтобы исключить злоупотребление и сделать господдержку адресной. Дети до 6 лет при этом освобождаются от этого требования. Поэтому помимо этого вводится и квота поездок на одного человека в год. Пассажир может оформить один билет туда и один обратно, либо 2 билета в одном направлении. Билеты, к слову, можно купить на официальных сайтах авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «Якутия», а также в их кассах. По искам прокурора Нерюнгри в пользу детей, пострадавших в результате отравления хлором, взыскано 840 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, прокуратурой города Нерюнгри проведена проверка по факту отравления в декабре 2025 года детей хлором в ходе тренировки по плаванию. По результатам обследования всем детям поставлен диагноз токсическое действие легкой степени и химический ожог глаз также легкой степени. Назначено амбулаторное лечение. В целях устранения нарушений прокуратура ранее приняла меры реагирования, в том числе обратилась с исками в интересах пострадавших детей в суд о взыскании со спортивной школы по футболу компенсации морального вреда. Ранее судом были удовлетворены 3 иска. В пользу 3 детей взыскана компенсация в размере 210 тысяч рублей.
На сегодня судом поддержано еще 9 исков в интересах пострадавших детей на общую сумму 630 тысяч рублей. С 1 по 10 июня специалисты теплоэнергии заняты гидравлическими испытаниями сетей и воду под большим давлением пропускают через трубопровод. Так оборудование проверяют на прочность и обнаруживают прохудившиеся участки. Все лето мастера и слесари теплоэнергии будут заниматься ремонтом, чтобы следующая зима прошла без происшествий. В этом сезоне предприятие планирует заменить и смонтировать около 7,5 километров сетей тепло- и водоснабжения. В целом по предприятию, в частности по нашему филиалу, это начало большого объема подготовительных работ. Мы начали подготовку уже, начиная с отопительного сезона, начали готовить котловое оборудование. Сейчас оно у нас готово почти на 100%. Сейчас у нас пойдет большой упор на текущий ремонт и замену сетей тепловодоснабжения, подготовку оборудования, насосных групп, теплообменного оборудования и так далее. Так что до конца летнего сезона работы у нас будет предостаточно. Более 50 лет под водой дом жителей Якутска по адресу Новокарьерная, 1 каждое лето уходит под воду вместе с участком. Вместе с тем, дом, не являясь аварийным, трещит, доски и опоры гниют, что приводит к опасной для жизни ситуации, заставляя пенсионера бороться со своей проблемой практически один на один. Подробности в следующем сюжете. Подполье, вот пол плавает, вот, а тут под полом это... И так каждый день в сырости и почти разваливающемся доме 80-летний Василий Захаров, ветеран труда с 51-летним стажем работы, живет здесь большую часть своей жизни с момента переезда в 1975 году. В воде также постоянно находятся 2 кладовки, а во время дождей вода полностью затапливает полы квартиры. Сгнил. Это балка лежит. И это бомба стоит. Время и погодные условия не пощадили дом. Он полностью обветшал. Усугубляет положение отсутствие хоть какого-то водостока. Частный сектор тоже страдает. Стока нету. Вон там над озером провели улицу. Слив не сделали. Поставили большие высотные дома. Их отсыпали. И вся вода с Айсар тонет. И в том числе наша вода никуда не деется. Вот. И к концу советской власти дом был признан аварийным. Это 89-90-е годы. Но когда новая власть, она решила, что это вполне даже комфортабельный, пригодный дом. Самого пенсионера можно записывать в книгу рекордов Гиннесса, ведь еще в 1971 году его многодетная семья встала в городскую очередь на улучшение жилищных условий. Мы, когда советская власть кончалась, мы были 93-й льготной и 200, сейчас по памяти не помню, надо посмотреть тут, 238 или какой, значит, общей очереди. В конечном итоге, вот, в 2012 году пришел очередной раз, а там меня нет в списке, вообще нет. Написал заявление, восстановили, и восстановили таким образом мы чуть ли не в конце. И 2200 с лишним моя очередь стала. По решению жилищного вопроса Василий Захаров обращался в различные инстанции, от управы округа до окружной администрации, но точного ответа или решения на свои вопросы не получал. Тем не менее, Сайсарский округ, в свою очередь, предложил помощь по откачке воды. Был осмотрен дворовая территория, а также внутри дома Новокарьерная, 1. К сожалению, доступа к ассенизаторной машины там нету, так как все завалено бытовым мусором, всякими железными конструкциями и так далее. И было принято решение о снятии стекла оконного проема в выходные дни. И он должен нам позвонить, когда он снимет это стекло, мы отправим туда ассенизаторную машину для откачки талых ливневых вод из-под дома. Василий Алексеевич написал заявление на признание дома аварийным в Департамент жилищных отношений. Так как дом двухквартирный, требуется коллективное обращение. Заявление поступило к нам 26 мая
но заявление должно быть коллективным. То есть дом двухквартирный, заявление поступило от одной квартиры. То есть необходимо заявление от второго собственника. Заявление должно быть в адрес межведомственной комиссии, установленной формы, а также с приложением необходимых документов, которые не были приложены. В этом перечне документов есть техническое заключение специализированной организации, которое оплачивается собственниками. За долгое время ожидания очереди на жилье и решения на свои вопросы Василий Алексеевич с семьей старались поддерживать нормальные условия проживания. Но погодные условия и время взяли свое. Дом обветшал и подлежит только сносу. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Тем временем в Ленске подрядчик приступил к благоустройству городского парка. Напомню, в прошлом году администрация выиграла конкурс формирования комфортной городской среды. На реализацию масштабного проекта выделят 100 миллионов рублей. Подробности в следующем сюжете. Все подготовительные работы сегодня завершены. Расчищена территория со стороны улицы Чапаева. Снят старый слой бетона. Произведена отсыпка песком. Уже появились очертания пешеходных и велодорожек. На месте работает тяжелая техника. Бригада строителей приступила к возведению новой сцены. Все пока идет по плану. Выполнена разметка на территории осей, где мы уже сегодня видим будущие тротуарные дорожки, видим арт-объекты, которые там будут установлены. Ну, то есть они там размещены на местности. Но и ОРРАД сегодня зайдет и выполняет работы согласно проекту. В роли заказчика проекта выступает Центр досуга и народного творчества. Александр Пляскин, заместитель директора ЦДНТ, рассказал, какие изменения ждут парк и какие новые развлечения появятся для ленчан. В этом месте у нас будет пергола с качелями большая, значит, находиться место для паркура, спортивная площадка с баскетбольным кольцом, место для паркура, значит, в виде букв ОЮР, название нашего парка. Затем здесь будет большая зона отдыха с лежаками, с искусственной травой, где можно будет просто отдохнуть и полюбоваться природой. Установлено большое количество различных скамеек, различной формы и так далее. В этом месте вот в круглое это у нас будет сцена. Рядом со сценой появится амфитеатр с большим количеством мест. Чуть дальше круглогодичное кафе на 60 мест. Все реконструируемое пространство будет выложено тротуарной плиткой. Территория парка от улицы Чапаева до фонтана, который находится в центре парка, изменится кардинально. Очень радует, что у нас преображается наш парк, появляется в нем все больше и больше удобных, красивых, замечательных мест для прогулок, для времяпровождения с семьей, с детьми. Замечательно, что в связи со вторым этапом благоустройства парка у нас появятся велодорожки, где будут спокойно проезжать велосипедисты, роллеры, там, дети на самокатах, не мешая прохожим. Ленчане с нетерпением ждут новшеств. Парк сегодня является излюбленным местом отдыха. Здесь все от мала до велика. Дети заняты на игровых и спортивных площадках, молодежь катается на велосипедах и роликах, родители дышат свежим воздухом, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Для тех, кто устал, созданы зоны отдыха и работает небольшое кафе. Благодаря новому этапу благоустройства уже в этом году зон для отдыха станет больше. Парк у нас самое любимое место в Ленске. Чистый воздух, комфортно. Сейчас благоустройство идет парка активно. Очень много деток бегают, постоянно убираются в парке, поэтому с ребенком гулять самое наше любимое место. Каждый день мы здесь. У нас детская площадка новая, да, скейт у нас, площадка тоже новая, ну буквально сколько, года 4-5, да. На этом не останавливаются, там ближе к улице Чапаева идет благоустройство, то есть и там тоже строится какой-то новый сюрприз для нас, горожан. Мы ждем с нетерпением увидеть это все своими глазами. Дети, конечно, тоже с нетерпением ждут реконструкции. Гадают, что же задумали архитекторы. Мне очень нравится в этом парке. Я гуляю с друзьями здесь, ну, почти примерно каждый день. Вот нам нравится. Мы сейчас ходим вот здесь, гуляем на площадке, бегаем, играем в футбол, баскетбол вот на той же спортивной площадке. Я бы очень хотел, чтобы побыстрее бы организовали еще что-то интересное в продолжении нашего парка. Ну, я бы хотел спортивную площадку новую сделать. Вот было бы классно. Спортивные тренажеры там классно. Заниматься вот людям.
Второй этап реконструкции городского парка рассчитан на 2 года. Основные благостроительные работы должны быть выполнены до проведения национального праздника Исэх-Анху. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Во всей стране началась пора ЕГЭ. На этой неделе выпускники сдавали предметы по выбору – историю, литературу и химию. Всего в Якутии в этот день экзамен написали около 2200 школьников. Для проведения экзаменов подготовили 142 пункта. Один из них расположился в Якутской городской национальной гимназии. Там оборудовали 11 аудиторий, работу обеспечивали около 40 организаторов и наблюдателей. Сдавать историю в этот пункт пришли порядка 160 выпускников из 27 школ республики. К слову, экзамены проходят в штатном режиме с соблюдением всех установленных требований. Наши школьники больше выбирают те предметы, которые необходимы для их будущей профессии, для экономики нашей республики. Тем самым мы в этом году отмечаем, что сегодня предмет химия будет сдавать 981 выпускник. Их раньше было намного меньше, допустим, 2 года назад это только порядка 600, а в этом году есть шансы у многих. Это будущие профессии, связанные с агротехнологическим направлением, с медицинским направлением, ну и, конечно же, наши химики-технологи и учителя химии. Педагоги дошкольного образования Якутии активно участвуют во Всероссийской научно-практической конференции, обсуждают интеграцию науки и практики, обмениваются новыми методиками воспитания детей, представляют лучшие авторские разработки и развивающие игры. Важными темами стали вопросы сохранения родного языка и культуры, речевого развития детей. Запланированы академические лекции, мастер-классы лучших воспитателей. Участие в мероприятии приняли и специалисты из Министерства просвещения в очном и заочном формате. Более 1000 педагогов из Якутии и 11 регионов, в том числе из Китая. 29 мая по 9 июня был объявлен декада, которая была посвящена дошкольному образованию. И в рамках этого, конечно, будут проходить различные мероприятия. В рамках конференции будут выставки различные, да, ну и передовые методики, методологии. Наши педагоги с разных уголков республики представят свои передовые опыты. Ну и, конечно, я думаю, что эта площадка поможет нам в дальнейшем выстроить среду, да, вектор развития системы дошкольного образования. Столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов. В день его рождения в зале республики прошло чествование, где приняли участие родные и близкие фронтовика, а также члены правительства. С творческим номером выступил Совет ветеранов Центрального округа. После чего Кирилла Егоровича поздравили представители власти, а председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев вручил знак долгожителя с выплатой в 1 000 000 рублей. Мы сегодня хотим от всей души сердечно поздравить нашего уважаемого Кирилла Егоровича с его днем рождения и, конечно же, выразить слова благодарности за его подвиг в Великой Отечественной войне, за его труд в послевоенное время. Он внес большой личный вклад в развитие нашей республики. И уже позднее очень большую активную работу проводил и проводит по патриотическому воспитанию. В Якутске дали старт летнему трудовому сезону студотрядов республики. В этом году планируется трудоустроить более 3000 студентов и школьников со всей республики, которые будут работать по 9 разным направлениям. Подробности в следующем сюжете. Региональный штаб российских студенческих отрядов в этом году отмечает свое 59-летие и сейчас насчитывает порядка 3000 бойцов из вузов и СУЗов Якутии. Стоит отметить, что в целом учащихся колледжей по всей республике сейчас порядка 24 000. Вот летняя работа, летняя занятость наших студентов напрямую влияет на командообразование, является очень хорошим инструментом для их социализации и в целом внесения вклада в развитие
нашей республики и страны, которое, безусловно, найдет свое отражение в их взрослой жизни. Конечно, хотелось бы поблагодарить, это вообще в целом федеральный проект «Российские студенческие отряды». Ребята очень активные. На сегодняшний день в республике у нас практически 3000 бойцов. Также они выезжают, значит, молодежными десантами по улусам республики, где оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям, и вообще просто нуждающимся. Коллективы в рядах РСО выполняют множество задач и делятся по направлениям, например, благотворительность или общественная работа. Среди основных сфер деятельности выделяют строительство, педагогику, медицину и сельское хозяйство. Также есть отряды проводников поездов дальнего следования, работа в сфере гостеприимства и трудовые отряды подростков. Для каждого бойца, для каждого члена российских студенческих отрядов это самый знаменательный день. В этом году создали путевой отряд «Легион». И мы будем в этом году поехать на Камчатку для рыбообработки, на завод. Среди активистов движения есть и те, кто посвятил любимому делу больше 5 лет. Анисия Титова вступила в ряды РСО в 2018 году, будучи студенткой первого курса педагогического института. В 2024-м, спустя 6 лет упорной и благотворной работы, она стала комиссаром регионального штаба. Вообще студенческие отряды – это школа жизни, которую, я считаю, нужно пройти каждому человеку. И в целом студенческие отряды для меня дали очень много всего. Я еще больше развила себя разносторонне, и каждый человек, кто сюда приходит, каждый студент и школьник, он раскрывает себя и становится лучше, и делает наш мир лучше. В ходе торжественного открытия отметили лучших бойцов, внесших свой вклад в развитие молодежных трудовых инициатив. Позади у ребят долгие месяцы подготовки, а впереди их ждут новые профессиональные победы и яркие летние воспоминания. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Настольная игра студентки с ВФУ Валерии Слепцовой стала лучшей на всероссийском конкурсе «Приоритет развития Дальнего Востока». Второкурсница филфака получила диплом первой степени в номинации «Социальное развитие». Ее проект «Алукмас. Путь вежливого слова» объединяет якутскую мифологию и игровые задания, направленные на развитие культуры речи и навыков общения. По словам автора, игра поможет снизить коммуникативные барьеры среди молодежи, а также будет полезна школьникам и иностранцам. В дальнейшем разработку планирует привести в формат мобильного приложения. Задача игроков – ходить по полю. При попадании на специальные ячейки нужно за 30 секунд вытянуть красную карту с грубым выражением, а затем собрать вежливый диалог из желтой, то есть водной смягчающей конструкции, и зеленой, то есть эвфемизм. Сложил подходящий верный диалог, двигаешься дальше, если нет, то теряешь ход. В нашей игре впервые соединяются традиционная якутская мифология, то есть образ священного дерева Алукмас, и современная теория эвфемистической компетенции. Спортивная столица вновь спустя 7 лет после перерыва в Якутске дали старт 5-й спартакиаде трудовых коллективов республики. Участие в ней принимает свыше 1200 спортсменов из 18 отраслей. Программа состязания включает в себя более 10 дисциплин. Это шахматы, легкая атлетика, мини-футбол, волейбол и многое другое. Состязания будут проходить на разных площадках в течение 3 дней с 5 по 7 июля. Итоги подведут в понедельник, 8 числа. В 2019 году были проведены эти спартакиады, потом был ковид, и потом уже вышло распоряжение главы о периодичности спортивных мероприятий, крупных спортивных мероприятий, и по этому указу у нас совпал 2026 год. Поэтому мы с этого года уже будем периодически раз в 4 года проводить эту спартакиаду, и думаю, что таких перерывов больших уже не будет. В Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета прошло ежегодное мероприятие «Интернациональный волейбол». С целью поддержки диалога культур и развития физической активности ребят якутское землячество выступило организатором события. На соревнованиях собрались участники 8 команд разных национальностей. В конце состязания участники были награждены почетными грамотами, медалями и ценными призами от спонсоров. Сегодня у нас проходит интернациональный волейбол. Сегодня у нас среди народов это буряты, тувинцы, якуты, русские. И она направлена на популяризацию здорового образа жизни и сплочение народов.
Мы ежегодно проводим это соревнование. И сегодня у нас мужской волейбол, а завтра у нас будет женский. Объявляем лучшего игрока, как и среди женских, так и среди мужских команд. Сегодня у нас команд 8, и завтра на женском тоже будет 8. И от имени Каскиль мы создали команду, и сыграли хорошо. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.